Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! А там тоже готово? Стирка закончилась? Да, везде готово все. А вот это готово? Такой ключевой моментик, Все везде готово? важный. Друзья, сегодня мы не будем рассказывать о всех наградах и заслугах этого человека. Если вам интересно, ставьте плюсик, комменты, отправим его все звания, Регалии, регалии, Ага. все погоны. Вообще, которых нет. всем Да. очень интересно, как заниматься служением. Сегодня это формат личных вопросов. И первое, что мне очень интересно, как ты вообще понял, осознал, что ты хочешь заниматься служением? Я покаялся, это был 93-й год, я вышел сразу из мира и очень резко, скажем так, из мира тьмы я влетел в мир света. И когда я прикоснулся к свету, когда я стал понимать Бога, я стал понимать, что Бог это реальность, все, у меня единственные мои молитвы, самые главные молитвы были, я молился за весь Кыргызстан, я молился за своих друзей, я молился, то есть все, что я хотел, чтобы вокруг меня огромное количество людей к этому свету тоже приобщились. Вот. И фактически с того самого момента я делал все для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы люди спасались. Сначала не мог проповедовать, я раздавал людям буклеты. Я не знал, как людей привлекать к Богу, я тянул их всех в церковь. То есть это был такой момент, наверное, само мое обращение ко Христу, оно было, во-первых, радикальным, во-вторых, оно было таким драматичным для меня самого. И свет, который я пережил, Иисуса, которого я пережил, я хотел, чтобы все вокруг меня переживали Иисуса. И я делал для этого все. Для этого я пошел в библейскую школу, мне было 2 месяца во Христе. Я думал, что меня не примут, потому что мне казалось, что там есть уже старики, годовалые, полуторагодовалые верующие, да. Это был далекий 93-й год, в церкви там было, может быть, 2 года всего лишь. Вот, и мне казалось, что вот эти вот двухлетние верующие, которые уже есть, они достойны попасть в библейскую школу, но никак не я. Вот когда я попал в библейскую школу, тогда, наверное, я начал внутри осознавать, что я хочу всю свою жизнь прожить для того, чтобы служить Богу и для того, чтобы строить Царство Божие. Это было начало 90-х. В то самое время я внутри себя решил, что нет смысла жить для чего-то другого, если это не строит Царство Божие. Вот первое служение, которое я получил, такое мое уже настоящее служение, то есть это не было просто таскать аппаратуру, это не было просто заниматься новыми людьми, как, вы знаете, вот служение вспоможения. У меня была домашняя группа. Я занимался домашней группой в библейской школе. Потом я остался вместе с моей уже будущей, потом с женой. Мы остались служить в библейской школе. После этого я начал служение совершенно с нуля в селе, там с одной бабушкой сначала. Вот, потом это все переросло в такую живую, хорошенькую церковь, которая как-то спонтанно началась. Я стал понимать, что мы для этого призваны. Когда мы уже жили с Алиной, наверное, года 2, у нас появился первый ребенок. Не будем показывать пальцем, кто? Да. Меньше года этому первому ребенку было. Мы внутри понимали, что мы хотим оставить все и поехать куда-то на миссию, потому что там, где мы жили, там все Божие развивалось, росло, начинались какие-то новые церкви, но мы же понимали, что есть огромное количество мест, где вообще нет церквей, где огромное количество людей вообще не слышит Евангелие. Вот это была такая наша первая миссионерская поездка на 7 лет. После этого мы ездили в другие места, в другие города и страны, да, но это было первое. Об этом расскажем чуть-чуть попозже. Первая миссионерская поездка. Вот как-то так, это в принципе не происходило, что там ангел прилетел и сказал: Денис, ты всю свою жизнь будешь служить Богу. Это внутреннее желание, которое сразу же родилось, когда я уверовал. Вот. Я делал все для того, чтобы это желание реализовывать, для того, чтобы достигать и двигаться в сторону этих целей. Ну, мы все хотим понимать свое призвание, мы все хотим понимать, где мы призваны. Как вообще понять? Мы должны сразу откровение получать, типа, о, я пастор,
Или это в процессе хождения? Как вообще понять, кто ты в церкви и Ну, какое вот, служение например, ходишь? снова возвращаясь к служению, да, когда я стал внутри понимать, что я хочу заниматься служением, да, я понимал, что мне надо будет как-то зарабатывать деньги, я понимал, что есть отношения в семье, есть очень много разных сфер, которые надо развивать, но основное, то, для чего Бог меня призвал, и призвал уже потом вместе с моей женой, для того, чтобы мы раздвигали границы Царства Божьего, вот, это было просто понимание внутри. Мгм. Это было внутри как какое-то гигантское желание, которое ты не мог ничем переломить. Ты понимал, что это самое главное в твоей жизни. Вот, и к этому всегда, когда у человека есть вот это внутреннее понимание от Бога, к этому всегда приходят такие какие-то маленькие штрихи от Бога. Мгм. Это какие-то откровения могут быть, это какие-то слова, которые люди могут сказать. Это пророки могут приехать и говорить в твою жизнь, как это было в жизнь в мою, в жизнь моей жены, когда нам говорили о нашем призвании. Но, например, я помню, однажды я просто ехал в троллейбусе после очередного собрания. То есть это было вечернее собрание, я там год-полтора верующий всего лишь. Я еду в троллейбусе, держусь за поручень, и вдруг я слышу слово такое: ты поедешь служить в Китай. И у меня просто, вот я сейчас говорю об этом, у меня аж, как вот говорят, мураши, да, там по коже бегут. То есть ты понимаешь, что это какое-то невероятное откровение, которое ты получил от Бога. И Бог мне сказал: ты поедешь служить в Китай, и ты будешь что-то делать в Китае. Я не понимал до конца этого слова, но я вышел ошарашенный из этого троллейбуса. Потом первые, наверное, несколько лет, когда я слышал слово Китай, эти мураши снова начинали бегать по мне. Это было такое удивительное внутреннее понимание того, что за этим стоит Бог. Я поехал в Китай. И это не было так, как я думал, что я приеду в Китай, я буду там служить какому-то, не знаю, огромному количеству людей, мы откроем церковь, начнем библейскую школу. Нет. Мы приехали вообще по делам бизнеса, можно так сказать, и мы встретились с ребятами, кыргызоязычные люди, которые хотели услышать Евангелие. Мы встретились там с уйгурами, мы встретились там с казахами, кыргызами. Мы с ними общались, разговаривали, в конечном итоге крестили этих людей. И потом через какое-то время, прошло время, я знаю, что они присоединились там по местным церквям, эти люди. Прошло время и ушло. Сейчас ты, если говоришь слово Китай, это на меня вообще никак не действует больше. Это какой-то, как кажется, да, там ты будешь чем-то невероятным, великим заниматься. Но это было большое слово для меня, но оно не было в конечном итоге чем-то таким невероятным, гигантским, там, то есть мы не создали пробуждение в Китае, но оно исполнилось. И вот на таких вот мелочах строится наше понимание нашего призвания. Когда ты молишься, Бог тебе говорит, ты внутри начинаешь отображать, что да, вот Господь хотел бы, чтобы ты вот это или вон то, или третье, или десятое сделал. Как Как-то возрастать? так. Как возрастать в Христе? Как Ну, расти, возрастать в Боге? Качественный рост в Господе. не, Это же непрерывный такой процесс. если мы говорим о возрастании в Господе, это вообще рутинная работа. Это каждодневное чтение Писания, Записываем. это каждодневная молитвенная жизнь, это как минимум, ну, человек несколько раз в месяц постится, потому что во время поста он особенным образом делает над собой усилия для того, чтобы приближаться к Богу. И это все рутина. Это рутина, это не строится все вот на каких-то таких вау! Ангелы к Это вам не придут, друзья. вообще, то есть рост духовный, это рутинный труд, это как будто вот ты как вот здание строишь, кирпич за кирпичом, изо дня в день ты заводишь раствор, ты таскаешь эти кирпичи, ты складываешь эти кирпичи. И это труд, от которого ты потеешь, и ты, в принципе, сразу не видишь результата. Но потом проходит время, и это то, на чем ты стоишь. Это то, на чем в конечном итоге держатся стены, держится вся красота твоей жизни, все то, что ты достигаешь, это все держится вот на этих рутинных вещах. Это то, что многие верующие не хотят. Они хотят, чтобы их христианский путь был такой вау, чтобы ты утром проснулся Сыпан вау, вечером розами. лег спать вау, чтобы не было проблем, чтобы не было трудностей, чтобы не было проблем с женой, к примеру, проблем с детьми. А вот эти вот все вопросы, ты решаешь проблемы с семьей, ты решаешь проблемы, вопросы, которые возникают с финансами, ты решаешь один, другой, третий, десятый, 15 вопрос, ты закрываешь эти вопросы, ты через все растешь. Ну и плюс, конечно же, все наши страдания, которые мы проходим, все испытания, которые мы проходим, это все то, что приводит нас к духовному росту. Но это опять-таки непопулярные вещи, и это нам не нравится. И я, честно говоря, сделал бы все для того, чтобы
не через страдания расти. А вот возвращаясь к теме страданий, ам, всем, наверное, интересно, был ли у тебя этап или момент, когда ты глубоко разочаровался, может быть, ты разочаровался в Господе, в В Господе. служении? Не, мы Нет, сейчас не говорим про людей, потому что это отдельная тема, а вот внутреннее какое-то разочарование или какой-то момент нежелания заниматься с- служением, что-то такое? самое большое разочарование у меня, наверное, не в Господе было, в себе самом. Когда ты начинаешь понимать, что кто ты есть такой без Бога, ты начинаешь понимать, что ты кусок просто Глины. глины, да, ты кусок праха, и ты понимаешь, что ты наделал какие-то вещи, ты там кусаешь локти, ты понимаешь, что ты был неправ, и упрекать в этом Бога или упрекать в этом церковь, это самое глупое занятие, потому что всегда, если мы будем честны, все наши проблемы, которые происходят вокруг нас, это как послание Иакова говорит, похоть, она, вот это внутреннее скрытое желание, оно зачав, оно рождает грех. То есть все наши проблемы, падения, трудности, все, что мы переживаем, чаще всего это вот эти вот внутренние какие-то тайные, иногда греховные желания, которые, к сожалению, у нас все еще продолжают жить. Это то, над чем нам надо работать. Это то, что является причиной часто всех наших трудностей. Поэтому сказать, что в Боге разочаровался, нет. В людях, даже, наверное, в людях не разочаровывался, потому что не было такого, что я там велико зачарован был людьми. Больше всего, наверное, в себе самом всегда разочаровывался. Но и это тоже учит чему-то. В следующие этапы пути ты не делаешь на себя какие-то великие ставки, потому что понимаешь, кто ты есть без Бога. Ну, ты столько лет занимаешься служением, столько лет, какая-то бесконечная движуха. Как не выгореть, как не Нет, сказать, да все, до вообще свидания. надо сразу решить для себя. Люди– это всегда стресс. Люди– это всегда подставы. Люди– это всегда договорились об одном, произошло все по-другому. Это всегда ты должен быть настроен на то, чтобы прощать. Это всегда ты должен быть настроен на то, чтобы продолжать вот какие мы есть несовершенные, любить друг друга, продолжать вот с такими несовершенными строить отношения и продолжать вместе куда-то двигаться. Вот с несовершенными. Я несовершенный, ты несовершенная. Люди, которые нас окружают, это несовершенные люди. И нам надо сразу же, как говорят, на берегу договориться, да, для себя решить, что мы всего лишь люди. И нам не надо очаровываться в друг друге, нам не надо делать какие-то великие ставки или ставить какие-то великие ставки друг на друга. Нам надо понимать, что все, что есть доброго в нашей жизни, это все Бог и только Он. Мгм. Вот, но искушения всегда подкрадывались. Искушения подкрадывались разочароваться в семейных отношениях, искушения подкрадывались там, здесь, тут. Были, даже поначалу были глупые идеи, желания, мысли в голове возникали. Даже, мне кажется, я это проговаривал. Я говорил, я не буду больше заниматься служением, я лучше буду бизнесом заниматься, потому что служение это вообще, это что попало. Там людям говоришь по 100 раз одно и то же, и все делают по-другому. Или ты, например, когда в себе разочаровываешься как служитель и думаешь, да ну какой из меня там служитель, я не хочу служить, я лучше буду там бизнесом заниматься, хоть вреда столько не причиню церкви, как когда я служитель. Но ты понимаешь, это неправильно, это неверное решение, за этим не Бог стоит, и ты понимаешь, что все, что ты открываешь, устами своими говоришь, это как клятвы, глупые совершенно клятвы, которые могут навредить твоей жизни. Поэтому приходилось останавливаться, просить прощения у Бога за это, отказываться или отрекаться от этих слов, разрушать над собой эти клятвы для того, чтобы все равно продолжать делать дело Божие. Так что следим за языком. Э, За всем надо следить, за мозгами, за мыслями. Ну, о приятной части жизни поговорим. Оглядываясь на свою жизнь, какое самое великое чудо Бог для тебя сделал? Или самое крутое чудо, когда ты понимаешь, что это вообще нереальное что-то? Я Что-то видел нереальное. на самом деле много чудес. И глухие слышали, и слепые видели, и хромые. Вот по-настоящему, которые в колясках сидели, мы участвовали в евангелизациях, люди вставали с этих колясок. Я видел людей, которые в нашем служении, они и от рака избавлялись, и у них невероятные финансовые прорывы происходили, восстанавливались семьи. Но знаете, я с годами стал понимать одну вещь, что не это даже самое главное. А самое главное то, что когда я оборачиваюсь на то, каким меня призвал Иисус,
что такое грех и насколько глубоко, насколько жестко он контролировал мою жизнь и как Бог умудрился вырвать меня оттуда. Я считаю, вот это самое большое чудо. Когда человек может вырваться из греха, его жизнь кардинальным образом меняется. Когда он освобождается от этого наследства своих предков, и он освобождается от каких-то традиций, привычек, в которых он когда-то жил и рабом которых он был. Ты начинаешь понимать, что вот это самое настоящее чудо. Не деньги, которые человек получил, даже не исцеление, даже не какие-то невероятные сверхъестественные там чудеса в физическом мире, а именно чудо трансформации сердца человеческого. Я лично сегодня это считаю самым великим чудом. Все остальное это вторично. Все остальное оно приходит. Это вот то, что Иисус сказал. Ищите прежде всего Царство Божие. Все остальное, чего ищут язычники, они ищут славы, они ищут денег. Это все будет приходить. Когда у нас первое на первом, все, что второе, оно обязательно залетит в твою жизнь. Какой бы ты вынес самый важный урок в хождении с Богом? Вот подытоживая. Самый главный, вот для всех, самый главный, что бы ни случилось, продолжай держаться за Христа. Пусть все люди будут неправы, пусть все люди предадут, откажутся, отвернутся. Не храни в своем сердце злость на людей, просто отпускай людей, но Христа держи. Просто продолжай держать Христа. Не позволь своему сердцу разочароваться в том Спасителе, который когда-то протянул тебе руки. И ты пройдешь через все. Держишься за Христа, пройдешь через все. Не держишься за Христа. Пока. Да, пока. Пока. Держись за Христа. Продолжай просто быть Ему покорным, продолжай быть для Него открытым, продолжай, скажем так, Его почитать, продолжай Его ставить на первое место, продолжай чтить Его Слово, продолжай по-настоящему с Ним вести себя в отношениях, что Он твой хозяин, а ты Его слуга, и ты Его раб, ты Ему принадлежишь. И вот если у нас сохранится вот это вот отношение к Богу, мы пройдем через все. Ну и финально. Любимое место Писания. Любимое место Писания. Конечно, можно Римлянам 8:28 сказать, но на самом деле у меня есть Колоссянам 3 глава, 12 стих. Там такое местописание незаметное. Вот здесь написано так, 12 стих, 3 глава. «Поэтому, как избранные, святые и любимые Богом». Здесь есть 3 эпитета, которые Бог к нам прилепил. Он говорит, во-первых, мы избранные, во-вторых, мы святые, и в-третьих, мы любимые. Это вот то местописание, с которым можно засыпать, это то местописание, с которым можно просыпаться, идти по жизни, когда трудно или когда весело. Это самое классное местописание о том, кто мы есть такие в Боге, о нашем избрании, о нашей святости, о том, как Бог сильно нас любит. Аминь. Аминь. Друзья, мы обязательно вернемся в гости к Денису Швидко. Добро пожаловать. Да, просим вас оставить интересующие вас вопросы под этим видео, поставить лайк, подписаться и ждать второй части. Всем Пока. пока!